В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать переход с 2021 года к потребительской корзине с базовым набором продуктов. Этот вопрос поручено проработать Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минфину. Под потребительской корзиной имеется в виду минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Исходя из ее состава и размера, власти рассчитывают прожиточный минимум, от которого зависит минимальный размер оплаты труда. Прожиточный минимум также учитывает обязательные ежемесячные платежи и сборы. Российская Федерация готова реструктурировать долги регионов перед бюджетом на 75 миллиардов рублей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Сейчас готовится предложение по облегчению бремени по возврату кредитов регионами перед Российской Федерацией. Отметим, что на следующий год субъекты должны вернуть 75 миллиардов рублей бюджетных кредитов. По словам главы федерального Минфина, долги будут реструктурированы при условии, что эти деньги будут вкладываться в развитие, в новые проекты, в инфраструктуру, которые реализуют регионы. Ставки по жилищным кредитам в России уменьшатся до конца 2019 года. Об этом заявил генеральный директор кредитной организации Дом.РФ Александр Плутник. По его словам, большинство банков в оставшиеся месяцы года проведут еще один цикл снижения ипотечных ставок, и средний по рынку показатель достигнет 8,9%. Этот уровень предусмотрен нацпроектом «Жилье и городская среда». Согласно паспорту проекта, в 2021 году средняя ставка по ипотеке должна составить 8,5%. А к 2024 году 7,9%. Правительство Российской Федерации направит дополнительно более 1 миллиарда рублей в Центры экономического роста Дальнего Востока. Финансирование из федерального бюджета на реализацию социальной инфраструктуры получат Бурятия, Забайкальский край и Амурская область. Так, Бурятия до конца 2020 года реализует 18 мероприятий, в числе которых капитальные ремонты в учреждениях здравоохранения, образования и культуры и спорта. Отмечается, что Забайкалье получит более 34 миллионов рублей на ликвидацию последствий природных пожаров, произошедших в этом году. В Амурской области в этом году запланирована реконструкция отделения анестезиологии и реанимации, а также закупка медицинского оборудования для Амурской областной клинической больницы. Сахатранснефтегаз сдвинул завершение модернизации якутского газоперерабатывающего завода на 2020 год. Напомним, к ней приступили в июле 2018 года. Общая сумма вложений составит 1 миллиард 600 миллионов рублей. Как сообщили в компании, в настоящее время на газоперерабатывающем заводе идет масштабная стройка. Он расширяется. В будущем году здесь будут введены в строй новые объекты. Отметим, что ранее предполагалось ввести их в 2019 году. Первым основным объектом является резервный узел редуцирования, который должен полностью заменить существующую газораспределительную станцию. Вторым объектом является пункт налива сжиженных углеводородных газов. Он введен в эксплуатацию в апреле текущего года. Третий объект – это технически перевооруженная газофракционная установка, в том числе здание турбодетандерной установки, которая позволит искусственно охладить природный газ до минус 95 градусов Цельсия, что существенно увеличит производительность. Алроса и Росимущество подписали договор о продаже смоленского завода «Кристалл». В результате совершения сделки в бюджет Российской Федерации поступит 1 миллиард 886 миллионов рублей. Работа над сделкой проходила почти 2 года, ее закрытие может состояться в первой половине октября. По словам заместителя генерального директора Алросы Алексея Филипповского, после этого начнется разработка плана интеграции завода в периметр компании. Напомним, наблюдательный совет Алросы на заседании 24 сентября одобрил покупку у государства 100% акций «Кристалла». Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче 100% акций завода «Алросе». «Кристалл» является единственным в стране производством полного цикла по обработке драгоценных камней всех размеров. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.